Роспотребнадзор, проверка масочного режима, хождище, что соблюдать надо, маски, дезинфекцию проводить. Замначальника отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора уже издалека узнают все владельцы торговых точек в Ингушетии. А те, кто не соблюдают противоэпидемиологические меры, понимают, что разговор будет не из приятных и придется отвечать по закону. Одно из главных правил в борьбе с вирусом – это регулярная обработка помещений. В этом магазине с этим были небольшие проблемы. Вы должны указывать время, то есть вы, получается, проводите всего лишь один раз уборку в день. Если у вас кратность увеличена через каждые 3-4 часа или утром и вечером, вы должны это все фиксировать. Также какие поверхности вы обрабатываете этим раствором, это тоже нужно указывать в журнале и в дальнейшем уже подпись ответственного лица. А сегодня, вот вы утром пришли, провели уборку, вы отметку сделали сегодня? Нет, потому что мы только недавно пришли. Антисептик при входе здесь имеется, причем не обычный, а бесконтактный, который минимизирует шансы распространения инфекции. На следующей точке проверяющие заметили, что отсутствует вывеска, которая гласит, что без масок обслуживаться посетители не будут. На двери при входе без масок, не заходить без масок, не обслуживаем. Обязательно надевайте маски. И объявление, да, разметка здесь, 1,5 метра, соблюдайте социальную дистанцию. Все. Телефон можно? Здесь согласился. Да, в любом случае. Сотрудники Роспотребнадзора, представители местной администрации и участковые полиции двинулись дальше по торговому центру. Специалисты постоянно напоминают, маски и антисептик должны лежать на видном для покупателей месте. Запас нужно постоянно пополнять по мере необходимости. Сами посетители предупреждайте их. Ставьте здесь антисептик, кому отъешь. Запас поставили маску. Молодцы, да. Очень предлагаете обязательно, наденьте маску. Многие продавцы и владельцы общепитов относятся халатно к санитарно-эпидемиологическим мерам, подчеркивают проверяющие. Когда речь идет о здоровье и жизни людей, ошибок быть просто не может. Каждый лично ответственен за посетителей, которые к нему приходят. К примеру, одно из частых нарушений – несоблюдение социальной дистанции. И расстановка столов 2 метра хализёваться, чтобы они плотную не стояли, в любом случае. Еще дальше отодвинуть? Да, шел разграничение за хугил жди. И отметка же, и что-то вот красной изоленты отметить, что толпа хаму, ехи лахти, здесь примерно. Там вообще отметки, на ходу здесь начало обязательно. Помимо того, что Роспотребнадзор проводит ежедневные рейды по торговым точкам и местам общепита, специалисты местной администрации также ведут постоянную работу с нарушителями. В большей части многие соблюдают, да, есть и те, которые не соблюдают режим, но мы с ними проводим разъяснительные беседы, и они начинают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. По итогам сегодняшнего рейда стало ясно, что многие соблюдают меры предосторожности, но есть масса недочетов, которые необходимо исправить. Время просьб и предупреждений уже прошло, говорят сотрудники Роспотребнадзора. Пора расплачиваться за свои нарушения. Минимальный штраф на физических лиц это 15 тысяч рублей, на ИП должностных лиц это идет от 50 тысяч рублей, и, естественно, на юридических лиц это уже от 200 тысяч рублей. То есть штрафы очень значительные, им лучше соблюдать всем эти меры предосторожности. Уже всех мы предупредили, уже объясняли им, что необходимо соблюдать эти меры. К сожалению, до всех, до некоторых это не доходит, да, и приходится прибегать к таким мерам. Пожалуйста, соблюдайте эти меры предосторожности, обезопасите себя и окружающих. Ну а для тех, кого не пугают штрафные санкции, предусмотрены более суровые меры. Сотрудники управления планируют через суд добиваться приостановления деятельности, вплоть до устранения выявленных нарушений. Михаил Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.